Добрый день, дорогие гости! Мы сегодня собрались на презентацию поющего сборника колокольчиков, перезвон песни югагирского мелодиста Алексея Третьякова. И сейчас на нашу сцену приглашаем ведущую солистку Государственного театра оперы и балета имени Зорана Молдана, заслуженную артиста России и Республики Анну Дичковскую, а также аккомпанировать ей будут наши друзья нашего музея Анна и Афанасий Томские. Якутии Марии Ильиничны Корниловой. Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня рады вас видеть, поприветствовать в стенах нашего музея в столь замечательный день, торжественный день, когда мы презентуем новый поющий сборник колокольчиков, перезвоны песен Алексея Гавриловича Третьякова. Я буду краток, потому что про сборник
вам подробную информацию о Алексее Гавриловиче Третьякове, расскажет вам Николай Николаевич Курилов. Вот поэтому я хочу немножко озвучить тех людей, которые работали над сборником. Конечно же, составителями данного сборника являются это сотрудники музея, а сам сборник, конечно же, вышел благодаря инициативе Николая Николаевича Курилова, который является основным составителем данного сборника. Редактором выступила сотрудник нашего музея Алина Владимировна Решетникова-Саковская. Нотацию и музыкальную редакцию сделал Кирилл Афанасьевич Герасимов. Спасибо вам. Нотный редактор Афанасий Афанасьевич Томский. Он сегодня тоже у нас. Партитуру сделали Анна Ивановна и Афанасий Афанасьевич Томские. Набор текста Аэлита Гоголева. Это молодая девушка, студентка Северо-Восточного университета. Составители аудиоматериалов и оформления QR-кодов Любовь Константиновна Помогаева и Ольга Николаевна Громова. Монтаж аудиоматериалов Иван Афанасьевич Яковлев, Саяна Афанасьевна Попова. Обработка фотоматериалов Ислана Константинова. Она является ученицей 11 класса Арбинского лицея. Вот поэтому вы представляете то, что молодые люди тоже соприкоснулись с созданием данного сборника. И это очень примечательно, то, что благодаря такому сотрудничеству, совместной работе у молодых людей появляется чувство энтузиазма, что надо сохранять, надо развивать, надо изучать и надо делать и работать над созданием вот таких замечательных сборников, потому что все мы говорим, что языки наших коренных народов исчезают, все мы плачем из-за этого, но не надо плакать, надо работать. Вот поэтому я благодарна нашим молодым людям, которые с нами вместе работали. В дизайне и художник картин, конечно же, Николай Николаевич Курилов и фотографии Александры Помогаевой. Она тоже из села Андрюшкино. И поющий сборник, конечно же, он посвящен юкагирскому мелодисту, как я уже сказала, Алексею Гавриловичу Третьякову, который ныне, конечно же, с нами рядом его нету, но остались прекрасные его песни, прекрасные мелодии, которые благодаря вот этому сборнику будут звучать. И они увековечены, я бы хотела сказать. И еще примечательно тем, что здесь у нас ноты, здесь у нас партитура. Это значит, будут исполнять музыканты. И Николай Павлович Петров, дирижер Национального оркестра театра танца, он же нам сказал, обещал, что репертуар оркестра вот эти произведения будут звучать. А вот это самое примечательное, мне кажется. Хотелось бы поблагодарить сотрудников музея, которые сделали громадную работу за короткое время. И из бюджета нашего музея, вне бюджета нашего музея, это можно сказать, что то, что ежегодно делает сам музей своими усилиями, своими мероприятиями, деньги, да, финансовую часть, благодаря вот этой финансовой части вышла книга. Вот поэтому 200 тысяч мы вложились на гонорары нашей авторской группы и на издание. Конечно же, издание вышло маленьким тиражом, всего 20 штук, но Вячеслав Иванович Шадрин, буквально на днях мы с ним созванивались, и 30
на 30 тиражей они спонсировали. Вот поэтому в январе месяце еще книга добавочно выйдет, Николай Николаевич. Вот, мы этому очень рады. А так книга у нас продается по 800 рублей сейчас, вы можете купить. Вот. И, скорее всего, вот забыла, что, конечно же, от имени нашего музея мы бы хотели вручить благодарственные письма тем людям, которые с нами работали. Так, сегодня прозвучал замечательный голос нашей Анны Васильевны Дьячковской, репертуар которой есть уже несколько песен коренных народов Севера. И Анне Васильевне вручается благодарственное письмо, приглашая ее. Посвященного европейскому мелодисту Алексею Гавриловичу Третьякову. Благодарим вас за популяризацию музыкального наследия югославского народа. Николаю Николаевичу Курилову. Анна Васильевна, может быть, встретится в году осенью. Сделает маленький концерт югославских песен, как мы ждем и надеемся. Николай Николаевич Курилов. Кириллу Афанасьевичу Герасимову. Я бы хотела добавить, что Кирилл Афанасьевич с нами работает в этом году тесно, потому что в этом году вышла у нас уже вторая книга совместно с ним. Нотацию песен нашей дорогой любимой Апулины Петровны Трайзен-Лугыныч тоже он делал. Спасибо. Анне Ивановне и Афанасию Афанасьевичу Томским. Хочется сказать пару слов о ней. Лина Николаевна, она работает заместителем директора литературного музея, и она же является и издателем, тем человеком, которым мы готовим сборник материалов все и даем ей, и она выпускает. Но, к сожалению, она не пришла. А Елите Алексеевне Гоголевой, нашему молодому поколению, этно-фольклорному ансамблю «Калмычанка». Добрый вечер, дорогие уважаемые гости. Николай Николаевич, я хочу справочку сделать. Мы лесные юкагиры. Это Верхнеколымский улус. Мы ансамбль этно-фольклорный коллектив «Калмычанка» из рода Верхнеколымского улуса. Но сегодня у нас будет песня на языке тундренных юкагиров. Так что учили, постарались, но мы хотим со шпаргалкой спеть. Ничего, да? Никогда не извините, пожалуйста. Разрешите? Спасибо. Макару Курилову Эвену Коде. Он есть здесь? попозже. Он попозже подойдет. Ага. И так. Сегодня у нас присутствует заместитель министра Арктики и делам народов Севера Михаил Александрович Погадаев. Благодаря Министерству Арктики, благодаря Михаилу Александровичу, все наши мероприятия проходят. Вот каждое благодарственное письмо каждому человеку, который участвует на мероприятиях, это очень приятно, тем более получать от имени Министерства Арктики. Они нас очень поддерживают.
И еще хотелось бы сказать, что вчера стало известно, что наш межрегиональный проект «Кочующий музей» снова стал победителем президентского фонда культурных инициатив, и на следующий год «Кочующий музей» будет кочевать по Золотому кольцу. И Михаил Александрович каждую нашу поездку отмечает благодарственными письмами для принимающей стороны, для направляющей стороны. Вот поэтому мы им очень благодарны. И с прошлого года у нас существует проект «Поющий сборник», и в прошлом году у нас вышел вот такой сборник песни на стихи авторов малочисленных народов Севера из репертуара Александра Кофевича Самсонова. А в этом году «Маргаму Экен. Душа поет» нашей дорогой Акулины Петровны Крайзен-Улгыныч. И третий сборник – это сегодняшний. Мы бы хотели вручить в библиотеке Министерства Арктики. Слово предоставляется Михаилу Александровичу. Добрый день, дорогие сородичи, дорогие друзья. Позвольте мне от имени Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия всех поприветствовать сердечно и поздравить с выходом замечательного поющего сборника выдающегося юкагирского мелодиста Алексея Гавриловича Третьякова. И хотел бы поздравить коллектив авторов, которые издали этот сборник. Николаю Николаевичу Курилову особая благодарность за инициативу, за то, что собрали такой коллектив замечательный. И сегодня мы с вами празднуем выход этого сборника. Вообще нужно сказать, что последние дни, недели у нас очень насыщенные, очень много мероприятий. К концу года, так скажем, подводим год такой урожайный, очень много мероприятий. У нас и съезд Ассоциации коренных малочисленных народов Севера состоялся. И в рамках этого съезда было очень-очень много мероприятий, более 20 мероприятий. Вот съезд учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера прошел. Поэтому мы в эти дни очень много встречались, уже о многом говорили. И говорили, конечно же, о важности и необходимости сохранения родных языков, традиционной культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. Этому были посвящены, наверное, очень многие круглые столы, конференции. Вот. И сегодня на этом мероприятии мы также говорим о песенном творчестве наших коренных малочисленных народов Севера, юкагиров в частности. И мне тоже очень радостно, что вот Мария Ильинична отметила это, то, что в создании сборника участвовали молодые люди. Это, наверное, самое важное достижение, потому что мы всегда говорим о том, что нам необходимо передавать все эти традиционные знания молодому поколению. Я хотел бы выразить огромную благодарность молодежи за то, что вы интересуетесь, за то, что вы участвуете в этой работе. И не боитесь брать на себя ответственность, выполнять работы определенные. Поэтому мы это приветствуем и благодарим вас за эту работу. Вот, мне бы хотелось от имени Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия вручить наши благодарственные письма. Вот Мария Ильинична уже вручила, наверное, это практически те же люди, поэтому я попрошу выйти на сцену. Правда, у меня здесь есть имена, но нет фамилий, поэтому я буду называть имя, отчество, и, наверное, мы все этих людей с вами знаем. Ну, конечно же, благодарственное письмо от имени Министерства за инициативу и оказанное содействие в выпуске сборника вручается нашему уважаемому Николаю Николаевичу Курилову. Также еще раз хотел бы выразить благодарность всем организаторам, что
в лице организаторов Марии Линичной, нашему замечательному музею. По поддержке, и на самом деле в большей степени это их заслуга, потому что они постоянно приходят к нам, постоянно пишут и очень активны, и участвуют во всех конкурсах. И одно удовольствие поддерживать их. И мы обязательно будем и дальше поддерживать и помогать в реализации всех проектов. Спасибо. Уважаемая Ольга Николаевна, уважаемая Алина Владимировна, уважаемый Иван Афанасьевич, уважаемая Саяна Афанасьевна, уважаемый Кирилл Афанасьевич, уважаемая Анна Ивановна, Афанасий Афанасьевич, спасибо большое. Прошу прощения. Уважаемый Николай Павлович, уважаемая Анна Васильевна, ну и, наконец, Линда Николаевна. Спасибо вам. Ну, в заключение хотел бы еще раз выразить всем огромную благодарность и поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех ваших начинаниях. Спасибо. Слово предоставляется инициатору создания данного сборника, якубирскому писателю и художнику Николаю Николаевичу Курилову. Ну, во-первых, я очень рад, что собралось много народу. Я еще про себя думал, может быть, человек 7 будет сидеть. Вот, оказалось, ошибался. Очень хорошо, спасибо вам, что сидите, вот, слушаете о нашем латвийском мелодисте Алексее Владимировиче Третьякове. Алексей Третьяков ушел из жизни в 2006 году. Вот, я успел у него записать 6 песен, и что примечательно, он только приехал из Тундры, и когда мы позвонили, он тотчас же пришел, даже не сменив походную одежду, накинув только, что выглядит
по поселковому овчинный полжубок и притащил баян. И вот он спел мне сам лично 6 песен, и еще 2-3 с девочками, которые там учились в Андрюшкина. Вот. И таким образом Алексей Гаврилович сохранил свой голос, и его голос был услышите. Но и должен сказать, что его песни озвучивал на радио давно, и как-то переходилось думать о том, чтобы увековечить его имя, потому что, вы знаете, наши песни, особенно наших мелодистов, которые не знают музыкальную грамоту, но сами играют и к тому же поют, очень, вы знаете, песни могут иметь плохую судьбу. Я прочитал в интернете вот в эти дни статью одного молодого, не знаю, молодого, может быть, человека в возрасте, Сергея, сейчас фамилию забыл, Слонимского. Вот. И он там написал, вот, как бы перекликаясь с тем, что я написал это сам в этом сборнике, о том, что песни наших исполнителей, которые не знают музыкальной грамоты, могут исчезнуть. Вот. И самое интересное, что такие люди, как Алексей Гаврилович и вообще мелодисты, оказались уникальными людьми. Понимаете, оказывается, если музыку кто пишет, он может просто составить вот это звучание. Там, но там души ничего нет. А мелодист что делает? Он все гармонично, все ставит. Да? Вот. И, кстати, хорошие музыканты, они не пишут мелодии. Вот с этим я столкнулся первый раз, когда брал у директора этого музея Ариты Петровну Решетиковой. И когда я у нее спросил, ну поскольку она концертмейстер, я у нее спросил, а вы сами пишете это мелодии и тому прочее? Она сказала, нет. Я так удивился, человек, который заканчивал консерваторию, прочую музыкальную грамоту, хорошо знает мелодии или музыку не пишет. Потом второй раз столкнулся, когда брал интервью у Кирилла Афанасьевича. Он сказал, я это самый, как вы сказали, я сейчас забыл, вроде или Чехна, или что-то там. Вот. То есть я вроде мелодиями не занимаюсь, да, вы сказали? И, вот, вы, когда вот это QR будете читать его интервью, вы там услышите. И оказывается, этот Сергей написал, что если бы музыканты все занимались составлением мелодии, они бы, наверное, можно сказать, запутались. Они бы не стали играть, потому что играли, все время думали бы, это звук не такой, это не такой, вот, понимаете? И он переводит слова нашего великого композитора, 7-я симфония, кто писал? Вот Ленинградский. Вот Шостакович. Шостакович, оказывается, сказал, самое сложное – это писать мелодию. Так что наши мелодисты, вот северяне особенно, которые живут в экстремальных условиях, это уникальные, самобытные люди. Поэтому я очень рад, что вот это моя мечта увековечить имя Алексея Гавриловича, сохранить его песню
осуществилось, и благодаря поддержке Музея музыки и фольклора все уважаемой Марии она сразу согласилась. Как только я сказал, что нужно, вот надо будет это сделать. И тут же начала обзванивать знакомых. Вот Кириллов Андрей Афанасьевич, тот те же, она при меня позвонила, и все вы там это прочитаете, узнаете. И, конечно, моя благодарность Андрушкинцам, которые родственникам Алексея Гавриловича, но он мне тоже родственник, потому что он сын моего отчима. Мы вместе росли в одной местности, играли, баловались, дрались и так далее, и так далее. И надо сказать, что все песни его, они совершенно не похожи на песни, скажем, наших мелодистов, скажем, Первого или Ивановича Курилова. Если у него песня все-таки как-то народные истоки, да? Вот. И тем более первые песни, знаменитую «Лагун на Дону», ему напел Гаврил Николаевич. Вот. И поэтому у него звучание такое А вообще Гаврилович, который любил играть современную вот эту вот музыку, скажем, Агинского, подвижные, вальсы, у него переходы совсем другие. Вроде бы вот такие, да? Вот, поэтому я бы хотел, чтобы наши ребята, которые живут в далеких поселках, которые не знакомы, ну сейчас они все знакомы, да, Масапи и так далее, все-таки воспринимали народную мелодику, вот жизнь в тундре или где-то своими глазами. Вот Алексей Гаврилович вырос в такой обстановке, поэтому сочетание современности и этой меланхолии тундровика очень хорошо сочетается. Ну и, естественно, заканчивая, скажу, что очень рады, что откликнулись, чтобы выйти на эту сцену наши паланчанки, вот томские. Вот если бы кто-то спел, да, хотя бы 3 песни Алексея Гавриловича, здесь сидел бы оркестр. Ну, жаль. Да. Но я думаю, оркестр сыграет эти песни, партитура готовая. Так что, когда все это будет записано, мы, наверное, разошлем, как это, по WhatsApp и прочее, чтобы под караоке пели песни Алексея Гавриловича. Спасибо еще раз, что присутствуете. С наступающим Новым годом, здоровья, успехов. Наш обещанный, но маленький наш гонорар за то, что за вашу деятельность в создании этого сборника. Слово предоставляется композитору, члену Союза композиторов Кириллу Афанасьевичу Герасимову. Пожалуйста. Добрый день. Я, конечно, в первую очередь поздравляю виновников выпуска уже, инициатора Николая Николаевича, Марию Ильиничну и всех сотрудников музея, потому что выпуск сборника – это не простое дело. Здесь нужен человек, как Николай Николаевич, в первую очередь, потом такой руководитель, как Мария Ильинична. Вот. Ну,
то, что очень важно, вот сохранение наследия мелодистов, тем более национальных мелодистов, Владимир Ильич сказал, я особо распространяться не буду. Это очень важно, потому что одно дело петь, когда это такое звучит, это тоже важно, когда голос автора звучит, но еще важно, чтобы это сохранилось, чтобы для распространения в дальнейшем. И здесь очень важный выпуск. Вот. И здесь вот поздравляю Николая Николаевича еще за его инициативу и энергию, которая позволила выпустить не только мелодии, да, но и партитуры даже для оркестра. Это не каждому мелодисту удается. Вот. Так что вот еще, значит, говорится уже о концерте с оркестром. Да. Вот. Я много делал, работал с мелодистами по выпуску песен, но в основном якутских. Я, в принципе, вот с якутской мелодией вот впервые столкнулся. И сразу разительно бросилась вот особенность мелоса именно якутского, другое дыхание, ну, другая природа. Поэтому было интересно. И, конечно, здесь имеет большое значение язык звучит. Одно дело, когда якутская песня, да, и якутское слово, оно диктует другие какие-то интонации. А якутский язык уже совсем другая природа. Поэтому и в этом плане очень ценно вот такой выпуск такого сборника. А для сохранения вот именно наследия национального. Ну, что еще сказать? Наверное, вот это сохранение вот, наследия песенного, наследие северных народов, это особенно важно. И вот хочу поблагодарить музей, что вы обращаете на это внимание, хотя это вроде не ваша прямая функция, да? Не прямая, но у нас уже существует проект «Поющий сбор». Ну вот, этот проект тоже, в принципе, могли вы не делать. Да, на самом деле, да. Да. Вот поэтому в этом плане очень важно, что вы за это дело беретесь и поддерживаете. И желаю, чтобы вы продолжали дальше так же работать. И еще, чтобы держали связь с исполнителями, да, чтобы это звучало. Еще раз поздравляю. Николай Николаевич, для вас, чтобы такое, ваша энергия воплотилась в материальном виде. Ну, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю всяческих успехов. Кириллом Афанасьевичем, наверное, 3 недели занимались вот здесь, в зале, где электрический пианино или что там, чтобы привести в порядок вот эту гармонику, мелодии Алексея Лавридовича. Да? У Николая Николаевича, оказывается, талант не только писателя и художника, да? Но и музыканта. Он, в принципе, у него очень чуткое ухо. И когда были некоторые вот... Ну, я записывал с аудиозаписи на них, да? И всегда на аудиозаписи там есть нюансы неуловимости какой-то, да? И особенно, когда вот женский ансамбль пел, и вот эти вопросы, Николай Николаевич, если там чуть-чуть что-то надо было это, в смысле, уточнить, он звонил, приходил, и мы работали. Вот так что, Николай Николаевич, вот, все ваши таланты здесь появились. На
приглашаем артистов ансамбля этнической музыки «Кылсахан» и солистов национального оркестра Анну Ивановну и Афанасия Афанасьевича Томских. Также они являются редакторами нот и партитур. Здравствуйте. Мы очень рады, что приобщились к творчеству Алексея Третьякова. Очень своеобразный мелодист. Сделали партитуры на 9 песен. Они все разные, не похожи друг на друга. Очень интересные песни. И я вот сейчас еще одну хочу сказать. Николай Николаевич чуть, кажется, он спутал Кирилла Афанасьевича со мной, что говорит, почему музыку не пишешь. Он меня спрашивал, почему музыку не пишешь? Я говорю, я с 10 лет занимаюсь музыкой, и каждый звук, каждая интонация похожа на какую-то другую песню. Поэтому я не пишу. И вот сейчас мы хотим исполнить песню Алексея Третьякова «Дельпе». Это стихи. Пожалуйста, послушайте. Для Кылкалыгах и Баян. Добрый день, я тоже всех поздравляю с изданием такого сборника. Рада, что мы приняли участие в данной работе. Когда осенью нам предложила Мария Ильинична и Николай Николаевич сделать оркестровку, с Николаем Павловичем мы решили, что для оркестра, конечно, нужно сделать репертуар, нужно и кагирские песни, поэтому мы с радостью взялись за эту работу и старались, конечно, придерживаться именно национальной нотки, какие интонации, мелодии. Вот да, мы действительно с Николаем Николаевичем работали очень так близко, он подходил, спрашивал, тесно работали, как, что, интонации. Но мы включили впервые, я включила партитуру оркестра национального и кагирскую арфу. Инструмент, который сделал наш мастер Руслан Габушев, и думали, что мы ее включим, будем играть, но, к сожалению, сегодня инструмент находится на реставрации, поэтому мы сегодня не будем на нем играть, но в будущем этот инструмент войдет, конечно, в инструментарий нашего оркестра, и он будет звучать так же, как и другие этнические инструменты народов Якутии.
благодарим друзей нашего музея Анну и Афанасия Томских. И теперь слово предоставляется председателю Совета старейшин Августине Дмитриевне Марфусаловой. Пожалуйста. Добрый вечер, друзья. Мы с вами присутствуем на уникальнейшем мероприятии, вероятнее всего, да. Дело в том, что когда ассоциация начала свою деятельность, это был конец 80-х годов прошлого столетия, да, то мы смотрели весь круг жизнедеятельности народа Севера, видели, какие есть проблемы и над какими надо работать. И, конечно, в первую очередь были поставлены вопросы традиционных видов хозяйственной деятельности. А потом уже, человек это такое существо, оно просто нельзя выделить отдельно что-то. И поэтому без духовного состояния, без духовного развития люди просто не могут быть людьми. И в связи с этим у нас в последнее время идет такое достаточно жесткое, с помощью, конечно, работников культуры, работа по восстановлению духовных основ коренных малочисленных народов Севера. А это замыкается чисто на природу. Вот я сегодня, провела параллели Алексея Григорьевича со своей собственной жизнью, потому что мы, видимо, с ним одного поколения люди, да? Вот как-то в 5 классе, когда я выезжала на оленях со стойбища на учебу, в школу ехала, я, это достаточно далеко было, наверное, часов 3 мы ехали до берега реки Алдан. Я там, спустившись с оленя, вдруг на меня дошло музыкальное озарение. Я там пела какую-то песню, прославляющую реку, что надо любить ее. И думаю, что вот такое музыкальное состояние есть у каждого человека. Только кто-то его находит развить, а кто-то, перекрывается чем-то другим, потому что каждый живет в определенных условиях и к ним приспосабливается. Но мы должны работать так, чтобы у нас все было гармонично, наверное, да? И поэтому я благодарна, во-первых, Николаю Николаевичу, поскольку наша ассоциация строится на индивидуальных личностях. Вкладывают они. Вот юкагирская ассоциация, вроде их меньше всех, но самые продвинутые во всех отношениях у нас юкагиры. Потому что не каждый человек – это личность, каждый человек вносит свою лепту. И они не просят, не уговаривают, ни что-то, никого, не бегают, проблемы не ставят, а они просто делают. И Николай Николаевич тут у них как старейшина является запевалой. Согласны, да? Вот, Гаврил Николаевич начинал все это дело в свое время, да? Так что каждый человек из МНС – это сегодня в определенной степени личность. Я благодарю музей музыки и фольклора, потому что я помню, как Аида Петровна в 91 или 92 году пришла к нам и говорит: вот у меня такие задумки есть, у меня что-то это. Ну, с Аидой Петровной мы, в принципе, как-то по-родственному с ней близки были, да? И поэтому и начинали они организацию музея еще на Кирова 11, по-моему, да? На Кирова 10, и вместе с Галиной Ивановной Варламовой и сыном ее Александром. Поэтому мы очень благодарим музей, что с самого начала они взялись за музыкальную культуру, в частности, вы же еще и народных мастериц тут выставляете, и многих, то есть вы доносите культуру народа Севера до большой массы людей, вы этим помогаете. В принципе, нам, малочисленным народам, помогают все учреждения и институты занимаются. Благодаря этому, наверное, мы и продвигаемся, и сохраняемся, не только сохраняемся, а развиваем и дальше нашей культуры. Я приношу вам благодарность, особую благодарность Николаю Николаевичу, вашей семье, вашим детям, которые вас продолжают, ну и всем остальным, которые имеют участие. Я вам всем желаю хорошего Нового года, чтобы этот Новый год был таким же продуктивным, как и текущий, а может быть еще лучше. Спасибо
детям учебы хорошей, поскольку тут студенты сидят. Они наша замена, они продолжатели и, думаю, также будут помогать, как и сотрудники музея. Спасибо большое всем. Я забыл. Пусть не обижаются те, у кого не перечислили. Основной материал, фото и другие, вы знаете, отправляли с Андрушкина. Вот сидит Марфа. На снимке она сидит на коленях бабушки. И вот она оттуда с Андрушкина все это материал отправила. Вот Дора Николаевна тоже учительница поскольку Андрушкина. Дом культуры поселка Андрушкина, да? Вот. Я им передайте, что я не забыл, что про них тоже сказал. Хорошо? Потом скажете, про нас сказал, а про вас забыл, кажется. Далее слово предоставляется вице-президенту Ассоциации малочисленных народов Севера Вячеславу Ивановичу Шадрину, пожалуйста. Уже очень много сказано, но я скажу все-таки вот о чем. Действительно, в деле сохранения, популяризации культуры юкагиров сделано много, и в основном благодаря помощи и содействию наших друзей. Ну, в первую очередь, давайте вот скажем о музее. С самого начала создания Музея музыки и фольклора мы очень тесно взаимодействовали с Элизой Петровной Решетниковой. Очень много было разных идей, которых удалось реализовать. Было некоторое опасение, когда Элиза Петровна заболела, ушла отсюда, и пришла новая руководитель Мария Ильинична. Но я просто очень рад, что наши дружеские, тесные отношения сохранились. Сохранилось особое отношение к культуре народа Севера, в том числе юкагиров, и мы продолжаем реализовывать наши идеи, появляются новые проекты. И хотелось бы, чтобы это тесное сотрудничество наше продолжалось. Второе. Вот, если говорить вообще о культуре народов Севера, с точки зрения большой сцены, наверное, именно у юкагиров самая такая хорошая история. У нас есть оперы, у нас есть балет, у нас есть спектакли, которые поставлены на сценах всех театров нашего Якутска, по крайней мере. На всех сценах были. И это во многом благодаря, с одной стороны, конечно, активности и Гаврила Николаевича Курилова Мурату, и Николая Николаевича Курилова, но с другой стороны, готовность идти навстречу и помогать деятелям культуры, которые работают в данном заведении. И это действительно очень многого стоит. И с этой точки зрения, даже с точки зрения музыкальной культуры, мы вспомним, какой у нас был стиль с 90-х годах, когда вышел балет «Мои друзья», потом вышел сборник Самсонова Александра Парфентьевича. Потом вот у нас некоторые был нулевые, некоторые такой перерыв был, но вот последние десятилетия у нас опять вот вышел и опера, Анне и Юко и Анне. И, в общем, и вот теперь музыкальный сборник Алексея Гавриловича. И это действительно очень отрадно, это очень хорошо. Причем человек уже почти нет с нами 2 десятилетия, но память о нем, его музыка, его голос
он с нами. И это очень хорошо. В этой связи я хочу сказать о том, что ассоциация микрогеров, совет старейшин микрогеров, мы стараемся сделать что-нибудь, чтобы дальше идти по этому пути. Хочу просто такую новость сообщить, что недавно мы уже получили на руки тиражи наших 2 маленьких буклетов, с которыми мы начинаем большую серию людей, которыми гордится народ. Это 2 книжки. Один буклет посвящен Анне Гавриловне Голдылиной, другой посвящен Полине Гавриловне Куриловой. И эта серия будет продолжаться. Именно так мы будем сохранять память о тех людях, которые внесли большой вклад в сохранение нас, народа. Ну и последний, такой, наверное, тоже последний комментарий, ремарка. Мы очень много говорим о том, что сейчас большой проблемой является проблема сохранения языка, культуры, этнической идентичности. Особенно это актуально для нашего народа. Фактически мы среди всех народов, которые проживают в Якутии, хотя мы являемся древнейшим народом, но в то же время мы находимся именно, наверное, являемся тем народом, который стоит на самой критической позиции. Уже у лесных рыбогеров счет носителей идет на единицы, у тундренных, конечно, чуть больше, там несколько десятков человек, но тем не менее эта угроза уже реальна. Она сегодня реальна. И с этой точки зрения очень важной является документирование живой речи, культуры наших носителей. И чтобы зафиксировать, документировать, внести какие-то анналы, сейчас как-то мы уже скажем, искусственного интеллекта, для того, чтобы у нас с каждым днем крепла уверенность в том, что даже если не будет уже живых носителей, язык всегда будет иметь возможность возродиться, когда создан большой цифровой фонд звучания данного языка. И наши, например, дети или внуки могут услышать этот язык и с помощью новых технологий возродить этот язык. И поэтому это очень важно именно в современных условиях проводить эту работу. И здесь очень большая благодарность Николаю Николаевичу Курилову, который собрал огромный свой архив записей. Наверное, скажем так, это уже вот с учетом того, как он рассказал об Алексее Гавриловиче, это уже приближается, наверное, полстолетия, почти к 50 годам, то есть эту работу Николай Николаевич проводит. И что, наверное, для нас еще стоит следующая задача провести цифровизацию всего вашего архива, Николай Николаевич, для того, чтобы эти голоса, песни, мелодии и вообще просто живая речь носителей якутского языка и культуры, она была зафиксирована и была, сказать, в мировом нашем пространстве, которое будет помогать нам и дальше сохранять, и развивать нашу язык. Спасибо всем. Всех поздравляю с этим очень важным для нас событием. Далее слово предоставляется заведующему кафедрой ЮНЕСКО при Северо-Восточном федеральном университете имени Максима Кировича Амосова Анатолию Васильевичу Жожикову. Пожалуйста. Добрый день. Я сегодня очень рад презентации нового приличного сборника и поздравляю всех составителей. Ну, кроме того, я рад, что мы встретились с рыбакирами снова, потому что действительно рыбакиры очень активные, очень такие, по сохранению своего народа, проводят очень большую работу. Наш проект цифровизации языкового культурного наследия коренных народных практик начинался именно с рыбакиров. Ко мне подошел Штат Иванович и Жукова Людмила Николаевна, которые предложили начать такую работу, и мы эту работу дали. Постепенно эта работа разрослась до всей Российской Федерации, плюс до всех практических стран. То есть проект очень какой-то
Теперь, если отдельно говорить о музее музыки фольклора, то с Ализой Петровной мы начинали, то вот действительно она нашла очень хорошую клиентицу, Марию Ильиничну, с которой мы, значит, сотрудничаем, заключили договор о сотрудничестве, и, значит, начали вот сотрудничать. И надо сказать, что цифровизация, вот, правильный ориентир, потому что действительно, как Вячеслав Иванович сказал, документирование всего этого наследия остается все-таки далеко, и оно должно быть доступно для большого количества населения, поэтому я думаю, что это все будет концентрироваться на портале, автоматически будет представить все коллективы авторов. И вот даже, можно сказать, цифровизация помогла музею музыкального фольклора в трудный момент, да, в какой-то момент, все-таки как бы стала просто вопрос самостоятельности музея, была такая вот именно цифровизация была немножко какой-то план сделать. И поэтому я хочу, чтобы вы продолжали сотрудничество, вот эти все материалы хорошо бы что все-таки нам поставили. Я хочу по нашему проекту и Мы тоже рады сотрудничеству, Анатолий Васильевич. Далее слово предоставляется родным Алексея Третьякова, Чемитовой Марфе Николаевне. Здравствуйте, дорогие товарищи. Я хочу поблагодарить, я даже не думала, что имя нашего дяди будет звучать, и слава Богу, потому что это очень много у него работы, песни есть. Я вот некоторые песни отправила Николай Николаевич, и я надеюсь, что с его участием у нас возродится. Ирине Сергеевне я тоже обращалась с этой просьбой, она тоже обещала помогать на съезде Екатерину. Помните, Ирина Сергеевна? Ага. Вот. Большое спасибо, благодарность от нашего родственников. У него их было 3 братьев и 2 сестры. Я младшая дочь Егорской Матрены Гавриловны, старшей сестры. Алеша, мы его звали дядя звали Хавдия. И вот этот рисунок нарисовал его сын. Я очень благодарна Николаю Николаевичу, что он прямо на этой заставке оставил его рисунок. Его сын Тречков Алексей, Тречков Аким Алексеевич присутствует здесь, он занимается рисованием, татуировками занимается. Может, кому-то интересно, сейчас современно очень. Да. Аким Алексеевич, пожалуйста, сыну. Он очень давно интересовался, все время спросил, что сказала Ирина Сергеевна насчет аудиокниги. Я говорю, все время спрошу. И вот. Спасибо большое всем. Спасибо всем, что организовали. Поет, наверное. Не слышу. У меня сохранился баян его. Прямо на этом баяне у него он все время его таскал прямо все вот эти мешки. Я его упаковала, он лежит. У меня надежда, может кто-нибудь сыграет на этом баяне, потому что у него не такой простой баян, у него было 2 баяна, а это такой хороший баян. Вот, не дай Бог, конечно, в музей передать. У нас Дора Николаевна обещала сделать маленький уголок памяти Тречкова Алексея Гавриловича. У нас не уже задумано, и даже помещение еще дали. И это тоже благодарность. И внук Третьякова Алексея Гавриловича, внучатый племянник
получается. Лопатюк второе место на конференции. Мурдынин Данил. Это его мечта. Пока живем. Спасибо большое. Далее слово предоставляется Доре Николаевне Татаевой. Пожалуйста. Здравствуйте, Чечайна. Алексей Гаврилович, во-первых, очень приятно находиться на таком мероприятии. Очень приятно слышать, что звучат песни Алексея Гавриловича. А он, наш зять, он был женат на моей сестре. Так что мы его очень хорошо знаем. Знаем, слышали, как он играл на баяне. Он все время ходил с баяном. Но вот в то время, знаете, да, все вот те, которые видят, что баянист — это первый парень на себе. Вот таким он был тогда. И все его звали Алешенька. Все. Вот до сих пор говоришь Алешенька, все знают, что это был он. И вот сестра мне рассказывала, что его однажды, тогда без баяна, без баяниста ни одно мероприятие не проходило. Пусть будет это свадьба, еще вот они его однажды говорили, вот перейдем его через 2 часа. Вот она рассказывала, смеялась, вот и брали его, он там играл, все танцевали, и его приводили. А у них даже дети маленькие были. Вот теперь Алексей Гаврилович действительно очень талантлив. Я помню, как он играл полонез Огинского на баяне. Это было божественно. Вот до сих пор это у меня звучит. Как он красиво играл. И вот то время, когда он начал сочинять песни, это было время, то время, когда Полина Гавриловна Курилова создала детский ансамбль «Мару счастье». Вот этот ансамбль до сих пор существует. Там были наши дети первыми, начали танцевать, были малышами совсем. Я вот помню, Полина Гавриловна рассказывала, она задумала поставить танец про куропаток. И она говорит, я говорю, Алексей, мне нужна мелодия, я хочу поставить такой танец. И она говорит, на завтра он принес уже готовую работу, и вот по этой песне, по его мелодии, она поставила танец. Очень красивый танец, очень красивая мелодия. Правда, слушаешь, как будто вот бегают, пропадают. Очень много песен, очень много танцев было поставлено на музыку Алексея Гавриловича, Полины Гавриловны. И вот года 4-5 лет тому назад я тоже создала свою этногруппу «Ятархан». И мы начали восстанавливать эти песни. Пока есть те, которые помнят, которые танцевали, мы несколько танцев восстановили. У меня тоже есть запись Алексея Гавриловича, он тоже не спел свои песни, есть несколько детских песен. И самое главное, что он, музыкант действительно, он как бы сделал, минусовки сделал на баяне разные тональности. Сейчас, например, сделали, а он разными тональностями, любому мы можем, какой голос у человека, тональность, на какой тональности поет, мы можем подобрать. Вот такие вот записи у меня тоже есть. Вот. И спасибо большое, конечно, Николаю Николаевичу. Спасибо вам большое, что у нас теперь мы гордимся, что про Алексея Гавриловича вышла вот такая вот книга, что у нас, что можно, его песни забыты не будут. И всех с наступающим Новым годом, чтобы Новый год был еще лучше, чем этот. Всем счастья, здоровья. Спасибо.
На сцену приглашаем студентку колледжа технологии и дизайна Васильеву Викторию. Сегодня к нам студенты колледжа присутствуют, преподаватели. И вот студентка наша со своим подарком. Пожалуйста. Дай. Видеоиграми Ивановску родители она меня только процесса получить его там был колледжской активности аэростар устудженного. Она бубиги устуджена, колледж устудженера крайкы сенебель хактимарабат буманлык. По отдыху. Николай Николаевич. Спасибо нашим студентам, волнуются, но эти студенты с нами работают целый год. На каждое наше мероприятие мы приглашаем наших студентов. И далее на сцену с музыкальным номером «Солодимя» весной мы приглашаем этнофольклорный ансамбль «Каламутянка». Уважаемые, еще раз поздравляем вас, Николай Николаевич, от имени ансамбля «Каламчанка» с благодарностью, с любовью. Вам подарок. Разрешите сфотографируемся, пожалуйста. Потом мы исполним песню «Весной» здесь. Спасибо. Çiğmedi yaftade mendirele mörime megöleni yeruge nimeda yaftade çivi çivi monungi yaftanungi yeruge çivi çivi monungi yaftanungi yeruge yorgurele evliye veri vervey hodede morhoy marhoy elber biçon edinen teftete şivi şivi magnumi yaftanungi yeruge Çivi çivi magnumi, yaptanungi yeruge.